Гидроэлектростанции относятся к числу возобновляемых источников энергии. Они обеспечивают экологически чистый и неограниченный ресурс энергии. Первую малую ГЭС строят и в Чеченской Республике. Ее особенность в деривационном тоннеле длиной 1438 метров, через который вода будет поступать прямиком из затока горной реки Аргун. Технология такая, там забуривается забой, бурозерной методом, забуривается забой, заряжается забой взрывчаткой и отпаливается. Это уходка 3 метра, то есть за один взрыв идет 3 метра проходки. Ребята работают все по вахте, круглосуточно. Когда мы здесь начали работать, привлекли и местное население, которые ребята имеют желание работать в подземных условиях. И самые такие тоже у нас очень хорошо себя показали, зарекомендовали. По проекту тоннельный путь проводят с двух сторон горы. В процессе бурения инженеры столкнулись с геологическим разломом, не отраженным в проекте. Но, несмотря на возникшие трудности, работы идут по графику. Воздух в тоннеле тяжелый. Чтобы это исправить, здесь работает искусственная вентиляция. Однако, когда произойдет соединение, появится и сквозняк. Сейчас до состыковки двух тоннелей осталось всего 4 метра. Сначала тоннель обрабатывают черновым бетоном для безопасности. Затем возводят прочный каркас. Состав бетонной смеси проверяют в лаборатории, чтобы исключить вымывание и обрушение. Бетонирование производится с помощью передвижной металлической опалубки, 6-метровая опалубка. Вот сейчас она уже под бетоном. Мы заливаем бетон, после того, как залили бетон, дальше уже идет армирование, монтаж арбосетки, каркасов, надвигается опалубка, выставляется проект. Бакшидера, геодезическая служба приходит, проверяет правильность выставления ее и идет бетонирование. Бетонирование производится бетон-насосами, стационарными бетон-насосами. В месте забора воды возводят небольшую плотину, где вода отстаивается и сбрасывается по необходимости. Через тоннель она поступит в здание ГЭС 40 метрами ниже, для переработки в электроэнергию. Круглосуточно на строительном объекте задействовано более 170 рабочих. Сейчас ведется строительство здания ГЭС, которые будут принимать по двум водоводам диаметром 2 метра от напорного бассейна через деривационный туннель воду на силовые агрегаты мощностью 10 мегаватт. На данный момент ведется строительство чаши, и в дальнейшем планируется само здание ГЭС, которое сопрягается с чашей водосброса, скажем, условно. Гидроэлектростанцию планируют завершить в октябре 2024 года. Она создаст 25 рабочих мест и перекроет необходимость электричества для жителей Итум-Калинского района, где проживает почти 7 тысяч человек. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика.